Уже пятый день у проходной республиканской клинической больницы дежурят родные и близкие известного ингушского боксера. 18 августа из-за болей в пояснице и высокой температуры Ислам Тимурзиев был доставлен в отделение скорой помощи при ИРКБ. Общими усилиями врачей удалось стабилизировать состояние больного. Уже в пятницу его перевели в профильное отделение реанимации. Боксер хорошо слышит и осознает все, что происходит вокруг, но из-за тяжелого состояния разговаривать пока еще не может. Сейчас выставленный диагноз – это острый пиелонефрит двусторонний. И ведется вся тактика лечения необходимая. И сознание связано с его основной болезнью, это с опухолью головного мозга. Вся тактика нейрохирургическая уже проведена, лечение данного больного. И я думаю, в ближайшем будущем он будет переведен в профильное отделение. Ранее у мастера спорта международного класса и бронзового призера Олимпиады в Пекине была обнаружена врожденная опухоль мозга, которая изначально не мешала ему продолжать тренировки и выступления. Но со временем состояние спортсмена начало ухудшаться. Ему сделали операцию в Турцию, и, пройдя курс лечения, Ислам Тимурзиев медленно, но уверенно начал идти на поправку. Неожиданно для всех Исламу снова стало плохо. Он не жаловался, он лежал, и я вижу, что ему плохо от температуры. Вызвали скорую, они сказали, вам в больницу. Позвонили Умару Газгирееву, это наш нейрохирург, который следит за ним, немедленно в реанимацию. Ну, он все посмотрел, там с нейрохирургией связано ничего нету. Обследовали кардиограмму, УЗИ, рентген, все, анализы. Все сделали и сказали, что почки. Навестить больного в республиканскую клиническую больницу приехал и глава республики Юнусбек Евкуров. Вместе с Марией Марабхановой он пообщался с отцом именитого спортсмена и пожелал боксеру скорейшего выздоровления. В отделении реанимации глава региона пообщался и с другими пациентами и врачами. Увидев в коридоре больницы молодую маму с ребенком, Юнусбек Евкуров также пожелал им скорейшего выздоровления. Но на этом общение главы региона с пациентами не закончилось. Во дворе ИРКБ к нему подошла еще одна молодая мама, сетовавшая на плохое отношение медперсонала к своей девочке. Она мать, она беспокоится, что даже вы должны прощать эти вещи. Нам есть. Это для вас он очередной ребенок, а для него это единственный ребенок. Не вопрос, посмотрите. Давайте сейчас на личный контроль возьми. Хорошо. Разберитесь, победите, главврач. Все, разберитесь, все, ты сам без всякого контроля сам это должен делать. Возьмите, разберитесь с ребенком и мне доложите. У ребенка, по словам матери, уже третий день болит голова, и она хочет сделать девочке МРТ, но без госпитализации. Она пришла сейчас, ей начали делать обезболивание. Но она просит, чтобы ей сделали МРТ. Но для того, чтобы сделать МРТ, должны быть конкретные показания доктора, чтобы ее направить. Она должна была обратиться к своему участковому врачу в первую очередь. Оттуда ее должны были направить в поликлинику на сдачу анализов, там, если есть какие-то показания, да? И уже на плановую госпитализацию, если ей показана плановая госпитализация, направить сюда на плановую госпитализацию уже. Я думаю, это чуть-чуть неправильная проинформированность нашего населения. По этому случаю глава республики лично поручил министру здравоохранения разобраться и провести тщательную проверку. Мадина Пугоева, Ильяс Дасхоев, Новости 24.